хочу рассказать про праздники, как мы, больше всего мне, конечно, запомнились эти парады. Сейчас такого нету. Парад на 1 мая, парад на 7. Сначала мы ходили с родителями, то есть какой-то из родителей нас постоянно брал. У меня сестра на 5 лет старше, и обязательно в приказном порядке раньше попробуй не приди, да, на парад. Вот. И вот эта атмосфера праздника, то есть мама задолго тогда, дефицит же был продуктов везде, и вот она начинает покупать. Ну, допустим, возьмем Новый год, яблоки, эти апельсины, это все в холодильнике. Девочки, вот 5 штучек можно съесть, остальное оставляем на Новый год. И вот это, ну, то есть предчувствие праздника, да, то есть майонез тот же там, да, колбаса, это все в холодильнике так накапливается. Скоро праздник, конфетки такие же, тоже все же из-под прилавка, как говорится, кто как мог, где какие очереди стояли. Но ощущение потом вот этого праздника, оно было, конечно, неописуемо. А вот эта атмосфера, когда выходишь утром с этими шариками, да, это вот эти же цветочки сами ставили тополя, веточки тополины, чтобы они обязательно дали листво. Потом сидишь из этой бумажки, листочки. На уроках труда мы все приносили веточки, мы делали, и потом эти веточки тащили домой. Или когда уже постарше стали, когда демонстрация со школы была, мы обязаны были от школы ходить. Мы там вот эти веточки, шарики, мы обязательно каждый, и так, ну, красиво же было, очень же весело было. Вот, и идешь такая важная, стоишь, конечно, потом, пока эта колонна вся пройдет, ну там же у каждой организации свое место было, и ждешь, а по плану надо быть здесь, ну там пробегаешь через эту площадь, там, ну от силы там минут 3, да, ну, ожидания вот эти все, вот это настроение, музыка играет, патриотические песни какие-то, все там с тормозками, ну чай, там кто-то, естественно, взрослые, это покрепче напитки, но иногда, потому что 7 ноября было очень холодно, снега уже было даже много, мы в зимних пальто были. В Пимах даже как-то помню, снег шел так. Но тем не менее, снег, слякоть, дождь в приказном порядке на эту демонстрацию. А потом, когда постарше стали уже своим классом ходили, обязательно в кафе мороженое идешь. Вот эта чудесница, где сейчас ресторан, там мороженое, никогда не забуду. Она называлась «Золотая осень», по-моему, или «Золотой вальс». Мед, изюм и немножко орехов. О, мне кажется, вкуснее ничего не было. В этих креманочках давали. Так, ты стоишь в очередь бешеную, потому что народу же много, всем хочется. Стоишь, но потом все равно счастье такое какое-то было.